Оказывается, в Краткероске это время, это был уже 89-й год, время перестройки. Время перестройки. Свобода слова, свобода музыки, то, что хотели, играли. И там уже существовала группа такая знаменитая в то время, сейчас уже никто не понял, но она недолго просуществовала. «Периферия». Уникальные музыканты Алексей Ген, сейчас композитор известный, Андрей Хозяинов, тоже воспитатель многих вокалистов. Тоже. То есть Алексей Ген сочинял музыку, Андрей Хозяинов — слова. И у нас был уникальный певец Андрей Максимов. Максимов по прозванию Челебадзе. И еще один был Виталик. Виталик — баянист и виртуоз. Вот. И я к ним подошел, у них уже сложившаяся группа была. И как раз я попал, потому что не было гитариста, и я стал гитаристом в этой группе. И в 89 году. И однажды как-то предложил им, ну, мы там выступали в Краткеросском районе, там ездили по разным мероприятиям. И я предложил однажды выйти на улицу, сыграть, ну, подзаработать денег. Просто. Это как бы лично, у меня уже был опыт до этого, потому что в Ленинграде мы тоже с моим другом, он певец, Андрей его зовут, Андрей, он из там Петрозаводска. Ну, вместе учились на журфаке. У него была голосина такая, что он стоял на Невском проспекте и перекрывал, голосом своим перекрывал Невский проспект. Что интересно, что мы, это было в 89 году, мы впервые вдвоем вышли, он на гитаре играл и пел, а я играл на банджо. Первый раз на Невском проспекте, как уличный музыкант, прозвучала банджо вот такое. Ну вот и я предложил краткеросским музыкантам «Периферия». Алексей Ген, Андрей, Максимов, Виталик выйти на рынок, старый рынок, если кто помните, там тоже было свободно, словно, ну как бы там свободная продажа всего там, и ходили, это можешь вычеркнуть. Уговорил их, мы однажды вышли, встали, там где-то около входа или в центре, я же не помню, начали играть, я играл на банджо, Андрей на гитаре, Леша Ген на трубе, но Виталик на баяне. Пели мы, ну, такую советскую эстраду. В то время, да? Кино, там еще что-то, любе, такие песни. А если вы помните, Андрей Максимов, Челебадзе по прозванию, у него тоже была голосина, которая, он же в музыкальном театре еще артистом работал. У него голосина была, то тоже перекрывал весь рынок. Сколько там было людей, и они, все люди, первый же день подтянулись люди, открыли, и мы открыли вот этот футляр от трубы. Денег было навалом, вот так, куча была, мы так удивились. И все обрадовались, кстати, что мы делали правильный ход, что все-таки вышли уличные музыканты. Уличные музыканты, это все-таки отличается от других, ну, там, которые на открытых площадках играют, тем, что они-то играют от Дома культуры, там, еще от отдела культуры, скажем. А уличные музыканты сами по себе. Сами по себе, они играют то, что хотят, а не то, что им спускает какой-то репертуар. Вот, и на рынке подходили люди, заказывали песни, то, что знали, играли. Это было впервые в городе? Впервые в городе. Впервые, потому что была перестройка. Хорошо, а скажи, а милиция разве не подходила? Милиция подходила. Подходила и спрашивали, там, кстати, об этом выступлении, об нашем выступлении, о нашей группе «Периферия», краткеросской группе, Александр Пивкин, тогда молодой журналист, снял, я так думаю, первый музыкальный фильм во время перестройки. Вот как раз. Если кто-то может, ну, можно посмотреть, на странице есть. И там как раз есть кадры, где милиционер подходит и слушает, и его спрашивает, Пивкин там спрашивает,
как вам? Почему они вот так играют и никого не слушают? Милиция не говорит, а пусть играют, а что они? Нормально все. Вот такое было перестроечное время.